Доброго времени суток, это подкаст телеканала Якутия-24 о людях, которые заставляют о себе говорить. Меня зовут Петр Васильев, сегодня у меня в гостях музыкант, продюсер, крестный папа самых популярных музыкальных проектов республики Семен Чинянов. Семен, добрый день. Здравствуйте, дорогие мои. Спасибо, что пришли к нам в гости. Отмечу, что сегодня Семен пришел не один. Сегодня с нами в студии также два финалиста шоу, большого кастинга проекта «Хочу в Snow Voice». Ребят, поприветствуйте. Всем доброе утро, здравствуйте. Всем привет. Да, доброго утра, доброго дня, Да, вне зависимости от того, когда вы слушаете. Ребят, к вам я вернусь чуть попозже, я начну, наверное, с Семена. Как вы пришли вообще от аранжировщика, от композитора именно к продюсированию? Я сначала работал как бы музыкальным педагогом. Организовывал разные конкурсы, проекты детские. Вот. Потом дети мои выросли, им тоже дальше надо было петь. И я вообще начал думать о том, что как именно создавать песни, да, и стал сочинять песни сам, потому что очень долго было искать там мелодистов, там хорошие материалы, короче, для артистов, вот, которых я делал. И потом начался заниматься именно вот аранжировкой этих же песен. Благодаря конкурсу, интерактивному конкурсу Саңары, который проводила НВК Саха, вообще эти артисты, с которыми я работал, стали популярны, очень популярны. Телевизионный конкурс дает огромный толчок для начинающих артистов. Вот, благодаря этому конкурсу очень много артистов вышло из моей студии. Я открыл свою студию именно по продюсированию, потом я начал заниматься, потому что дело такое, продюсирование. Все-таки все артисты нуждаются в наставниках, потому что со стороны это виднее. Вот. И как бы я их направляю, надеюсь, что на правильный путь. И я очень переживаю за свои проекты, которые я делаю. Я к ним отношусь как к своим детям. Вот. Поэтому я вначале, собственно, и сказал, что вы папа многих проектов. Что самое сложное? Ведь это не только же музыкальное чутье, здесь в управлении нужен какой-то скилл, так скажем, педагогическое, психологическое. Тут надо много думать, тут надо все-таки принимать решения вот, в каких-то вот таких вот много все-таки я принимаю решения, всегда вот бывают такие моменты, когда вот, например, стоит ли не стоит взяться за это дело, за материал или что-то, вот именно. Ну, то есть это самое сложное, да? Да, но сложность именно продюсера в том, что очень много влаживаешься в проект. То есть и морально, физически, и материально всегда. Сложность в том, что оправдает ли это в конце. Вот что. Сомнения. Итог. Сомнения всегда бывает. До сих пор даже вот спустя сколько у вас было проектов? Да, я 47 проектов сделал. Они все почти успешные. И вот 4 года назад я вообще 3 года назад создал проект Snow Voice. До этого я брал именно, как сказать, я перерыв взял. После, там было 3 года перерыва, потому что я перестановил именно продюсирование. Дело в том, что у меня какой-то такой период был, когда вот я нет вдохновения? Да, вот такого вот. Типа, я творческий человек, у меня не было вдохновения. Я хочу вот, когда у меня идет откуда-то вот, понимаете, откуда-то вот космос, сверху, да? Как у всех творческих людей. Вот. И вот когда я чувствую, я вот тогда работаю. Вот. И я перестановил, вот, получается 5 лет, 6 лет тому назад я перестановил. Потом через 3 года я подумал, все-таки за одно дело можно взяться. Мне все просили там, что-то новое нужно, молодежное, да, мне подсказывали. Но этот проект у меня уже давно был в голове. Потом все-таки подумал, я выпустил все-таки этот проект, случайно нашел этих 3 парней, и
благодаря тоже конкурсу Самара они стали популярными. Как судьба, понимаете? Вот. Тоже через НВК-сах. Ага. И пошло-поехало, они стали популярны внутри нашего региона Якутии. А потом к нам присоединились другие регионы. Это Бурятия, это Тыва, это другие регионы из Вологды, из Ставрополя, из разных городов России начали наблюдать за нами, да, вот. Из Казахстана очень много поклонников. Ну, это понятно. Вот. И нас заметили именно в Москве. Сначала компания Black Star с нами заинтересовались, вот. Потом ко мне вышел очень хороший продюсер и человек Алексей Голубев. Он руководитель компании Макфильм. Он такой очень... Мы его чуть позже затронем. Он очень такой классный человек. Хорошо, раз уж вы сами меня подвели к космической идее создания бойсбенда и к вашему перерыву. Понятно, идея создать бойсбенд витала в воздухе давно. Давно витала. То есть вот вы ее собрали 3 парней, потом присоединился еще один парень. В чем успех? Успех? Вот, несомненно, группа стала очень успешной. Благодаря песням. Они стали любимы народом. Благодаря песням. Песни — это самое главное для группы. Материал. То, что мы создали, это из очень многих частичек стоит. Значит, хорошая аранжировка. Тут и действительно хороший материал, хорошие песни, которые доходят, трогают душу людей, слушателей. Еще тут хорошие постановки. И плюс работа стилистов, визажистов, там очень модельеров, там очень много. Тут очень много деталей, факторов, деталей, которые нужно собрать в одно целое. Вот это все именно сыграло. Вот это вот все сыграло. Вот почему я говорю о том, что непосредственно успешный. Это 29 место в топ-100 iTunes. Это Жара Music, лейбл, на котором подписаны. И выступления с российскими артистами. Раз уж мы тут упомянули еще Black Star, почему не Black Star, почему Жара Music? Или это не разглашается? Дело в том, что это тоже мое продюсерское решение было. Я познакомился с музыкантами именно Black Star. Я подумал, если я делаю материал Black Star, то у них контракт слишком кабальный, скажем, жесткий. Не кабальный, а жесткий. Они свое дело очень хорошо делают, если они подпишут контракт. Но очень жесткий контракт. Но тем не менее они превращают артистов в тех мегазвезд, которых мы потом знаем. Я все-таки поговорил с Алексеем Голубевым, мы с ним подумали. Он мне помог тоже, именно как идти. Алексей Голубев работает там с Ольгой Бузовой, там Егором Кридом, и есть опыт у него уже работы с этими артистами, и в каких условиях они работают, он знает. Вот. Поэтому он тоже мне посоветовал, как вообще нужно идти правильным пути, продвигать. Тем более мы из Якутии, нам надо было отсюда постоянно туда лететь, постоянное жительство, как-то ребята все-таки работают, тут учатся, поэтому постоянно надо было туда-сюда ездить. Вот из-за этого мы решили так, мы делаем музыку Black Star, но продвигаем через компанию Жара. Через Жару? Да. Какая-то многоходовка. Хорошо. А чем сейчас занимаются бывшие участники? Потому что я сколько смотрел сейчас в интернете, я так и не понял четкой причины. Я так понял, что вы не давали комментарий. Тут... Либо, может быть, я его не усмотрел. Дело в том, что... Давайте, прошу прощения, что перебиваю, объясним для тех, кто, может быть, не в курсе. Сейчас у группы Snow Voice новый состав набирается, и 3 старых участника. Это Эрхан, это, сейчас бы мне не ошибиться, Миша и Андрей. Они, я так понимаю, стали сольными артистами. Да, это их решение. Они остались внутри вашего лейбла? Миша остался внутри моего лейбла, но
А другие уже у них свои вот, уже, как бы сказать, свой путь. Они сами выбрали именно этот путь. Чтобы сольный артист. Ага, чтобы стать сольным артистом. Дело в том, что закончился контракт. Мгм. Ага, 3-годовой контракт. Мгм. Ага, по окончанию 3-годового контракта все-таки я дал ребятам именно выбор. Сказал, ребята, подумайте, хорошенько подумайте. Вот. И они, как сказать, все-таки же вот внутри коллектива есть понятие там, когда вот группа популярная становится, все-таки есть понятие бюджет там, да, вот мы, именно по гонорар. Вот некоторых это не устраивало, некоторых бывало так, что слишком по контракту у меня тоже есть понятие, как уже у них возраст идет, им хочется тоже жениться там, Понятно. плавать свободнее, да, когда со мной подписывают контракт, вот эти пункты, они обязательно должны соблюдаться. Дело в том, что это работа. Дело в том, что это ответственность большая. Это не только вот внутри Якутии мы будем работать. У меня ответственность перед компанией Jara Music, перед компанией вот, Lavina Records, который Black Star работает в Black Star, да, вот компания Black Star, перед Алексеем Голубевым. У нас очень много там работы. Вот. Их все это ждало, и ребята как бы хотят быть популярны тут, в Якутии. Вы сказали, что Миша остался. Миша, он внутри будет, лейбла. внутри. Нельзя было его оставить внутри группы и вокруг него сформировать. У него возраст уже вышел. Понятно. Возраст вышел, и он все равно станет наставником. Ну, тем не менее, он останется останется наставником, он будет работать, он будет вместе с нами. Сейчас прошел большой кастинг, прошел полуфинал, поправьте меня, если я не прав. Полуфинал, да. Полуфинал. Почему именно ТВ-шоу? Это вот отсылки к Санэре? Да. Я просто к чему этот вопрос задаю? Я читал и комментарии в интернете, и очень много людей пишут, где-то я это уже видел, на что-то это уже похоже. Все сравниваются, это как бы хочу к Меладзе, да? Это понятно. Дело в том, что велосипед-то уже создан. А что второй, третий раз что-то новое создавать? Нет. Тут дело в том, что это наш, да, внутренний кастинг внутри Якутии. Это наш, и как бы у нас немножко, как бы сказать, своеобразно, да, но идея именно создания телевизионного вот кастинга, я хочу, чтобы все-таки быть ближе к народу, чтобы народ сам выбрал этот коллектив. Раньше первый состав же я сам выбрал. Там не было такого, что... Потом они стали популярны, парни сделали группу популярной. 3 года назад, если бы я объявил кастинг, ни одного парня не было бы. Не пришел бы, да? Да, не было бы. Они не пришли бы, просто-напросто не пришли бы. Сейчас же просто все уходит в интернет, и да. очень И много. сейчас все, вот с Улан-Удэ приехали, понимаете? С Улан-Удэ? Да. Вот. Так у нас тогда международного формата. С Улан-Удэ люди Межрегионального, я бы сказал, да? Да, вот, понимаете. Поэтому тут век интернета сейчас все вот... Я понимаю, что 3 года назад не было бы такого ажиотажа. А сейчас знают, что если попадут с No Voice, это действительно успех сразу обеспечит. Вот. Но я хочу именно дать выбор народу. Народ будет голосовать, сами его выберут. И еще у меня же есть жюри, там 5 специалистов, вот. Они тоже будут помогать. Да. В общем, вы изначально делаете проект, продукт, который будет интересен уже народу. Народу, да. То есть вы не втюхиваете, условно говоря, то, что будет, то, что вы хотите. Да. Хорошо, сейчас собираем группу. Что делаем дальше? Какие планы? То есть за плечами у вас уже 4 года группы. Награды, выступления, Алексей Голубев и его Макфилм. Дело в том, что мы готовимся к лету. Летом мы уже как проект No Voice приглашены уже фестиваль Жара, это в Баку, в Азербайджане. Я хочу довести до уровня парней. Надеюсь, я доведу, но если я
пойму, что не смогли, то я их туда не отправлю. Если да, действительно мы смогли сделать, то мы поедем туда. Вот. Еще действительно мы вообще планируем, вот мы подумали всем коллективом, вот, не только же я работаю внутри Snow Voice, вот, у меня большой коллектив, и мы всем коллективом подумали, что у нового состава будет новый форматы, новые репертуары, да, другого совсем стиля, и мы сделаем уже до лета клипы там уже снимем. Вот, очень много предложений уже поступают. Ну, куча выступлений будет, да. И когда все мы доведем до Абсолютно хорошего, до идеала, тогда только мы поедем в Москву. Я так решился. Ну, вот. Да. И первый состав также поехал в Москву. Кстати, да, сейчас продолжительное время. В 17-м же году они, да, были собраны? Они собраны были в 16-м году. 16-м. Ага, они поехали в 18-м году. Через почти 1,5 года, но 2 года где-то, около 2 лет они работали здесь, в Якутии, и они потом заметили их. Ну, это, я считаю, это очень быстро. Они их Ну да, заметили. по меркам особенно современным. Да. И как бы уже год мы поработали в Москве. В общем, резюмируя, самых больших, что нас ждет от Snow Voice и нового состава, это выступление, ну, помимо, понятное дело, альбомов, релизов, это выступление на Да. Мировой уровень. Корея, Япония, куда нет, не хотим. Ну, просто это же все делается отчасти, на мой взгляд, и с оглядкой на кей-поп, на популярные японские группы. Я одно скажу. Я всем говорил, даже Голубеву говорил, что они все хотели кей-поп. Говорю, в России кей-поп такой популярности, в огромной популярности никогда не будет. У нас менталитет другой совсем. Вот. В смысле, кей-поп, вращенный внутри России? Да, оно не будет. Это другой стиль. Совсем другой если стиль. сделать подачу, ну вот первая российская кей-поп-группа, ну уже не первая, потому что Максим Фадеев сделал свою. Но... Ладно, еще вторая. Дело в том, что у нас совсем другой менталитет. Мы любим больше душевности, больше именно смысловости. Вот. И поэтому я считаю, что все-таки наш российский народ выберет именно больше душевности. Вот, больше душевности выберет. Поэтому я буду делать отсылку именно на это. Я вот и Голубеву говорил, именно и Блэкстарам, тоже вот музыкантам говорю, диджею Давиду говорил, что надо именно больше душевности. Вот. И как бы, например, если мы сделаем слишком в стиле кей-поп, то, ну, один раз посмотришь, скажешь, вау, потом уже дальше что? Дальше-то это в сердцах не останется. Может быть, это зайдет в интернет. Российский народ, это совсем... Это ладно для молодежи, может быть. Но у нас есть менталитет российский, общероссийский менталитет. Вот это нужно понимать очень сильно. Россия — щедрая душа. Хорошо, если с первым кей-поп бойсбендом у нас не получилось, ну, точнее, не получилось, а мы его не делаем, у нас еще есть, у вас, точнее, есть Girls Band. Ну, группа девушек. Это Rose Gold. Rose Gold более на азиатскую публику. Вот. Направлено. Тогда мы туда уже, да, в этом направлении. Да, вот тоже именно, да. Скажем. Это меня после парней вот всегда просили именно... Теперь девушек. Девушек, давайте девушек. Я долго думал, потому что работать, именно держать коллектив, как бы именно такой звездный коллектив очень сложно на самом деле. Это тоже постоянно, это же отношения, да, это работа с людьми. Понимаете, 4 характера, 24/7. Это тоже свою роль. А с кем сложнее, с девочками или с мальчиками? Нет, это дело в том, что мы с девочками только начали. Только начали. Их всех держит контракт, на самом деле. Вот тоже обязательства, которые... понятное дело, да. Это вот. Девочки только начали. Они уже... Какой месяц? 3-й месяц, да? С ними. Ну, дебют, я вот смотрю, был 8 в октябре. декабря. А первое выступление?
Первое выступление... прошу прощения, это первый сингл был 8 декабря. Ага. Да? Ага. Да, 26 Спасибо. октября. Нам помогает директор. Вот. 26 октября мы создали группу. 4 месяца. Да, Будете. да. Мгм. И уже есть хорошие работы. И я сейчас наблюдаю, как идет этот проект. И могу сказать, что она успешно, неуспешно уже через год. Мгм. Ну, пока они, то есть, завоевывают свой публику. Да. А вот по поводу выступления в цирке мы его можем комментировать? Если не ошибаюсь, девочки пели, вроде бы до сих пор поют песню S&M Рианы. Да. Их очень критикует. Кто-то у нас в интернете нашел перевод этой песни. Ага, ну да. Но дело в том, что... Я просто являюсь большим поклонником творчества этой певицы. Когда я видел, что, если не ошибаюсь, там все совершеннолетние. Да. Да, все, тогда у меня нет вопросов. Просто это немножко очень... Ага. Все считают, что там школьницы. Это очень звучало и смотрелось, на мой взгляд, лично, я не знаю, я не потребитель, очень провокационно, когда на сцене детского цирка поют песни соответствующего содержания. Ну, это зато это классный пиар-ход. Кто у вас заговорит? Может быть, это и к лучшему. Хорошо, ребят, мне кажется, настало поговорить о вас тоже, потому что вы здесь с нами сидите. Привет еще раз. Давайте расскажем немножко каждый из вас о себе. Всем здравствуйте, меня зовут Айсен Иванов, мне 20 лет. Я из Кобяйского Улуса, село Сайлык. Сейчас я учусь в Северо-Восточном федеральном университете, Институт языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации, второй курс. А теперь о тебе как об артисте немножко. Давай, я думаю, это будет интересно. Все-таки ты идешь в музыкальную группу. Да. Поешь, танцуешь? Да, пою, танцую с малых лет. Сколько занимаешься пением? Насколько себя помню, я всегда пою, да. Ага. В школьные годы участвовал в разных конкурсах, концертах, и сейчас тоже в студенческие годы тоже. И прям целенаправленно пошел на кастинг? Да, я думаю, что без музыки я никак не смогу. Хорошо. Твоя очередь. Всем привет, меня зовут Ацер, я тот самый человек, который прилетел из Бурятии, из Улан-Удэ. Да, специально на кастинг Snow Boys. И вот прошел в финал. Тоже поешь, танцуешь? Пою, танцую, да. Смотри, вот моделируем ситуацию. Завтра у нас финал, тебя берут в группу, что ты делаешь? Радуюсь, ликую. Хорошо, а с Улан-Удэ как вы решаете ситуацию? Улан-Удэ — это мой дом, Ага. мой родной дом, мой альма-матер, я никогда не забуду. Но если что мешает стать Якутску моим вторым домом? Ничего. Вот именно. Ну, понятно. Я думаю, вы как-то урегулируете этот процесс. Конечно. Расскажите о кастинге немного, как он проходил. Ну, сначала был предварительный кастинг, Ага. отборочный тур. Очень было волнительно. Парней было много, участников, даже и девушка была одна. Да. Она перепутала кастинг или нет? Не, это какой-то такой был, как сказать... Элемент шоу? Нет, даже не элемент шоу, это случайность или как-то. Пришла девушка к нам и говорит, я хочу пройти кастинг для Snow Boys. Она вот сочиняет рэп, там, она читает рэп, вот. Ну, естественно, у нас же мужской коллектив. Не взяли. Ждем тогда набора 5-й участницы в Rose Gold. Ага, хорошо, вернемся к кастингу. Прошел отборочный тур, отобрали 9 счастливчиков. Затем начались упорные тренировки и репетиции. Я видел сюжет на нашем телеканале, он выходил, Якутия-24. Мы снимали вроде бы о вашей подготовке. Что самое сложное было в период кастинга? В период кастинга было... Ну, нам еще помогали девчонки из Digit Project. Спасибо им большое. Они ставили хореографию. Они не только ставили хореографию, они нам помогали, как... Морально помогали. Да, морально помогали, да. Как правильно обращаться с зрителями, с поклонниками, как правильно держаться на сцене и... Мне даже помогали со смыслом слов и песен. Да, Ацер, да. Ацер, да, не понимает. Да. Но он очень хорошо поет. Еще одна сложность. Ну, у тебя, слушай, если завтра все сложится удачно, тебе предстоит очень много работы. Да. Мне говорят, что у меня даже акцента нет, когда я говорю на якутском. Ну, что-то повторяю за кого-то. Поэтому все будет круто. Да.
Не боитесь? Ну, есть чуток волнения, но мы к этому долго шли, и мы должны это сделать просто. Не уверен. Не боитесь сравнений с предыдущими участниками? Потому что я еще почитал комментарии в вашей группе, там очень много сообщений в стиле «Нет, верните старых участников». Как сказать? Ну, это само собой будет, потому что, Да. получается, это позиционируем себя как новый состав, именно Snow Boys. То есть, если есть новый, значит, была старая где-то. То есть, есть приверженцы старой. Я понял, о чем, да. И, в общем, без этого... Староверы. Но мы будем делать все самое, как сказать... Мы будем делать все, чтобы... Да. Все возможное, чтобы да. нас... Чтобы нас полюбили, чтобы нас слушали. Ну, слушайте, вы под руководством опытнейшего человека, мне кажется, вас не то что полюбят, если у вас будет уровень славы еще выше, ну, уровень популярности, мне кажется, даже выше, чем у предыдущего состава. Мы должны добиваться этого результата обязательно. В любом случае, Да. это все новое, люди, мне Да, кажется, да. привыкнут со временем. А 4-й участник будет? Вот я думаю об этом. Роль продюсера. Вот я сколько сам наблюдаю за многими продюсерскими центрами, российскими, мировыми, так ли он сейчас нужен вообще в целом? Ну вот когда мы живем в эпоху, вот когда вот сейчас мы запишем этот выпуск, я сам его выгружу в Apple Music и стану сам себе продюсером. Сам себя могу продвигать. Насколько он важен сейчас? Это, на самом деле, всегда будет важным. Важной профессией. Дело в том, что, на самом деле, продюсерское дело – это неблагодарное дело. Ну, вообще. Это такое вот щепетливое дело. Продюсер, он не только продвигает, он и для проекта он создатель, отец, он вдохновитель. Мы все люди, мы имеем души, мы чувствуем. Как без чувств, без человеческого вот именно как бы без души невозможно стать популярным. Если у тебя есть внутренняя сила, да, если продюсер видит это, направляет это на правильное русло, то только тогда можно стать популярным. Вот. И артист должен заниматься именно тем, что он должен. То есть для него это музыка, для него это конкретно... Он не должен забивать организаторскими такими делами в свою голову. Он должен делать качественный продукт. Именно создание качественного продукта, он именно должен быть нацелен на это. А продюсер — это тот человек, который будет искать решения, принимать решения. Это тоже самое сложное. Делать концерты, да, вот, именно подписывать контракты. Вот это вот, все это дело очень важное, на самом деле, сейчас в наше время. Вот. Мы живем в эпохе, я понимаю, цифровой век, но эту цифру тоже надо как-то делать душевно. В общем, каждому свое, артист поет, танцует, занимает творчеством, продюсер это некий трамплин. Это тоже. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, где вас, точнее, уже завтра смотреть и голосовать, не голосовать. Завтра смотрите НВК Саха, прямой эфир, 8 часов вечера. Выйдем, будет финал именно проекта «Хочу в Snow Voice». Там будет участвовать 6 парней, из них выберут 3. 2 участника выбирает жюри, одного участника выберет именно по голосованию народ. Да, народ. Спасибо большое, ребят, я желаю вам удачи, я думаю, я завтра буду вместе со всеми следить и болеть. Семен, спасибо еще раз, что пришли, а я напоминаю, что это был подкаст «Пришел и говорю». Меня зовут Петр Васильев, сегодня мы поговорили с продюсером Семеном Чиняновым и финалистами кастинга проекта «Хочу в Snow Voice». Подписывайтесь на новые выпуски нашего подкаста в приложении Apple Podcast, слушайте нас на Яндекс.Музыка, в приложении ВК, следите за обновлениями на сайте як24.ру и в наших социальных сетях. Услышимся!